Никакой черный ворон не может взять Емельку. Если бы вернулось то время, я бы со своими товарищами этот путь повторил бы. И в моем понимании, в принципе, ничего не изменилось. О тех событиях, как их тогда понимал, и такая же оценка у меня и сегодня. Единственное, может быть, некоторые вещи я бы сделал правильнее, может быть, как командир мудрее и с более жесткой дисциплиной и с меньшими потерями. Так считает кавалер ордена Леонов, командир отдельного мотострелкового батальона имени маршала Баграмяна Вагаршак Касян. Я защищал наш дом, нашу республику, и я скажу, что абхазское национальное движение, я вообще и на тот момент, и долго, и после этого, до сегодняшнего дня, я коммунист. В первую очередь, национально-освободительное движение нами и нашими предшественниками, коммунистами, всегда поддерживалось. И начало войны, война для меня, как коммуниста, была в первую очередь это национально-освободительной войной. В наш дом пришли с танками, на танках. Извините, в своем интервью генерал Каркарашвили говорил, что они якобы обидели армян. Они обидели всю Абхазию, не только армян. Они обидели и грузин, обидели и абхазов, и русских, и армян в том числе. То, что они натворили в Лабрах, не для меня, а для моей первой, скажем, команды, которая сформировалась в моей деревне, это было спусковым крючком. Вот немножко о мартовском наступлении. Как вы думаете, если сейчас это было неудачное наступление, очень многие погибли, ну что можно было бы исправить? У нас армия тогда становилась только. Надо сказать, что да, были героические ребята, добровольцы, они и учебные занятия, вот как раз напротив Солнечного, вот здесь наша рота проходила, это все были добровольцы во главе с Левоном Дашьян. Все такие джигиты, настоящие ребята. Но дело в том, что отдельное подразделение, иногда решает, конечно, боевую задачу, поставленную точечно, но за весь фронт не может. И, кстати, таких подразделений было в бригаде достаточно подготовлено, но не отработано было взаимодействие. Не было, как я понимаю, с той высоты, сегодня, прошедших лет, не было отработано взаимодействие подразделений, не было эшелонированного наступления. Первый эшелон пошел, должен был быть за ним второй, а может быть и этого эшелона не было. Потому что, и армейские наши верхи тоже учились тогда, в принципе. Но надо отдать должное героизму ребят, которые, знаю информацию, но уже потом, то, что половина города сбежала во время мартовской операции, грузины практически бежали. Еще немножко надо было, если был у нас второй эшелон тогда, и сумели бы немножко надавить побольше, игра бы закончилась тогда.
За год войны бойцы батальона сплотились и сблизились. Они буквально стали родными для командира. И на наш вопрос, какие эпизоды войны запомнились, Вагаршак Касян рассказал следующее. Возможно, они где-то и высокопарные слова, вот это чувство братства, товарищества. Когда говорят, а я это вживую видел, где братство, где один за другого стеной. Я расскажу вам маленький эпизод. Мы были на горе Ахбюк, это напротив Цугуровки, гора. Нас подняли там, мы всего там 9 дней были. Сменили Сергея Матасяна, батальон там стоял. Мы его сменили. Находясь там с водой на горе была проблема. То на ишаках подвозили, то на себе таскали воду. Кто-то в колодец случайно уронил мыло, и вода стала непригодной. В общем, возили аж со шромы снизу. Это надо к подножию горы спуститься, подняться. Вечером сидим, маленькую ямку вырыли в земле. И там костерок такой развели, чтобы со стороны не было видно, поэтому мы в яме. И на нем завариваем чай. А воды-то мало. И вот там всего так большая кружка чая. А вокруг костра сидим, человек 8-10. И, кстати, ваша коллега Элеонора Когония тоже там сидела. Да, девчата наши, медсестра, и там Тужба Тенгиз, сухумский наш парень, командир гранатометного взвода тогда был. Мой начальник штаба по бригаде Матулян Нубар, Амич Багена тоже там был. В общем, сейчас всех не помню, но человек 10 точно было нас. Я обратил внимание, заварили, кружка огромная была, такая, огромная, она была где-то чуть больше половины наполненная, и ее решили передать по кругу. Дали мне, первому, командиру, дали мне это самое, я пригубил и отправил дальше кружку. Круг прошел, а я обратил внимание специально, сколько там. Я пригубил, но не пил. Круг прошел, кружка вернулась мне, столько же в нем чая. У нас все будет хорошо. С грузинским народом мы не ссорились. У нас, слава богу, и сегодня живут грузины в Абхазии. Не первая война между нами вообще в истории. И дай бог, пусть будет последней. Но хотелось бы, чтобы они стали мудрее. И давно бы все наладилось, и экономические связи наладились бы, и, возможно, сердца бы смягчились, если бы они за это время признали нас. Я уверен, что они глубоко ошибочную политику и сегодня ведут. Оптимист по жизни, командир армянского батальона призывает всех увидеть в наших реалиях и позитивные изменения. То, что мы сумели за 30 лет построить, а мы уже добились многого за эти 30 лет послевоенных, кто бы что ни говорил.
Мы живем, чтобы не сглазить, мы живем очень хорошо. Да, у нас, мы просто мало и не часто выезжаем за рубежи Абхазии. Если вот это обязательно надо делать, чтобы наши граждане выезжали в другие страны и проходя через пост ПСО, говорили: наконец я дома, наконец я в раю. Чтобы вот так вот. Эти чувства я уже несколько раз проходил, и нигде не лучше, чем у нас, а намного хуже во многих местах, за той же границей.